Добрый вечер, уважаемые жители нашего города. Сегодня Канаш не остается в стороне. Сегодня каждый из нас неравнодушен к военным действиям на Украине. Простые люди помогают нашим парням, ушедшим на войну. И будут делать это от всей души до конца, потому что это заложено в наш народ на генном уровне. И в Великую Отечественную войну единство фронта и тыла стало залогом победы. И весь народ помогал тогда. Как сказал президент страны Владимир Путин, это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут. Здесь нет никаких сомнений. Но ребятам будет легче работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины. Мероприятие в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации «За Россию» считается открытым. Дорогие друзья, коллеги, горожане, действительно, я уже не раз об этом говорил, как быстро можно переписать историю. Почему мы сегодня проводим такие мероприятия, почему мы вместе встречаемся. И вот, общаясь с ребятами, которые сегодня отдают свой военный долг на Украине, мы приходим всегда к мысли, что им нужна именно наша поддержка и в нашем глубоком тылу. Почему? Потому что сегодня они делают все то, чтобы мы вместе с вами жили под мирным небом, чтобы дети не просыпались от разрыва снарядов, как это было в Донецке уже 8 лет, чтобы мамы не теряли своих детей, и чтобы наши ребята, которые там сегодня отдают свой воинский долг, все вернулись целыми, здоровыми и невредимыми. Для любой матери, наверное, это самое дорогое, чтобы, отдав своего ребенка на службу в армии, дождаться его целым, невредимым и в здравии. К сожалению, наш город тоже нес определенные потери. Мы в последнее время похоронили ребят, которые сложили там головы. И сейчас ребята ушли, добровольцы, по зову сердца, именно защищать нас с вами. Я почему акцентирую на этом внимание? Потому что очень часто сейчас пытаются вот это все исказить. Мы не должны позволить именно исказить тот душевный порыв, который присутствует у всех. И все мы ждем, чтобы быстрее воцарился мир. И мир не только на Украине. Мы сегодня ведем борьбу, наверное, как вот раньше говорили, с империализмом. Почему? Потому что очень много стран задействовано в этой спецоперации. Мы видим, сколько наемников из скольких стран там тоже воюют на другой стороне. И все это делается для чего? Для того, чтобы подточить устои нашей страны, расшатать ее устои. Весь мир знает, что Россию войной не победить. И пытаются раскачивать это все изнутри. А это делается очень легко. Мы сами с вами все свидетели. За 30 лет работы на Украине они свое дело сделали. Переписали историю. Ту историю, которую мы изучали по учебникам. Ту историю, которую нам рассказывали ветераны. Вот, к сожалению, мы тоже вчера похоронили ветерана войны. И у нас в городе остался только один ветеран войны. По состоянию здоровья он сегодня не может присутствовать здесь. Поэтому от него тоже вот были слова такие, что действительно очень больно наблюдать за тем, как на глазах переписывается история. Поэтому, дорогие друзья, вот эти мероприятия, они нужны для того, чтобы мы знали, что наша страна самая могущественная, но и в то же время самая добрая. Мы всегда приходим всем на помощь. Дорогие друзья, я хотел бы минутой молчания почтить память тех ребят, которые не вернулись. Спасибо всем. И хочется, чтобы
их подвиги были не напрасны. Да, нашему поколению то же самое. Так получилось, что мы переживаем, как должностные лица, как родственники, как провожающие, как встречающие всех тех, кто проходит сегодня военную службу, отдает воинский долг на передовой. Правительство Чувашской Республики и как годы войны, 41-45 года, формирует батальон связи, название «Адал». С города Канаш 9 ребят добровольно уехали и в данное время проходят подготовку в городе Оренбург. Правительством Чувашской Республики, организациями и предприятиями оказано очень много помощи, в частности, спальными мешками, тактические перчатки. Инициативные группы и организациями предприятий города Канаш то же самое много уже туда вещей отправили. Я сегодня хочу зачитать одно письмо и на этом закончить. 2 раза была у меня бабушка на приеме. Бабушка 43-го года Анна Николаевна. Дорогие наши земляки, воины, недавно в программе «Вести» я узнала, что на Донбассе воюют наши земляки, канашцы. И я захотела чем-то помочь им. Я вязать не могу, болят, больные, точнее, руки. Купила на рынке 3 пары шерстяных носков, а 2 продавщицы дали и 8 пар носков магазинные, чтобы носили по шерстяными носками. Прошу позвонить ко мне, как получите. Баба Анна, мне 79 лет. На 2-й странице пишет: Бог вам здоровья, с Богом. Сегодня была то же самое, принесла носки. Здравствуйте, наши доблестные воины. Мы благодарим вас за ваш нелегкий труд. Никто, кроме вас. Вы делаете все для нас. Нас защищаете. И мы должны как-то облегчить ваш труд, помочь нам, вам чем-то. Я баба Аня. Тогда 11 августа отправила вам 3 пары. Так, прошу прощения. 3 пары носочков. Так как вы быстро получили, я очень обрадовалась. И захотела еще 3 пары и 7 пар носков. Отправляю вас. До свидания, храни вас Бог. Я прошу поддержать вот эту бабушку Аню, обращаясь к главе администрации города Канаш Виталию Николаевичу, так как батальон национальный «Адал», Виталий Николаевич, мы, наверное, обратимся на имя главы Республики Чувашской Республики, и от имени главы Республики получит благодарственное письмо за такие слова благодарственные. И самое главное, говорит, храни вас Бог. Аминь. Каждое время рождает своих героев. Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским традициям, к славной истории вооруженных сил – святой долг каждого гражданина. События в Афганистане, Чечне, Осетии, Украине убеждают людей, что без армии государству не выжить. Армия была и остается этапом становления молодого человека, школой мужества и героизма. Молодое поколение старается быть достойным наших ветеранов. Связь поколений неразрывна. На днях мы разговаривали с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Васильевичем Рожковым. Разговаривая о нынешней ситуации в стране, он поддержал спецоперацию России на Украине и пожелал возвращения наших бойцов. То, что вы здесь, это уже здорово. Это уже поддержка. Ребята там увидят, все поймут. Поэтому я хочу сказать, вот в свое время, когда я был за речкой, был у нас такой командир роты, говорил: дайте мне 5 чувашей,
я обойду все горы Афганистана. Поэтому я уверен, что наши ребята, именно ребята Чувашской республики, независимо от нации, они всегда будут на высоте. И мы там были на высоте, и они будут тоже там на высоте. Дай Бог им здоровья. Спасибо всем, что здесь собрались. Спасибо Канашской городской администрации, что устраиваете это мероприятие, которое очень важно, значимо для ребят, которые выполняют там боевой долг. Все смотрите телевизор, следите за новостями, знаете, что там творится. И мы обязаны проводить мероприятия в поддержку наших бойцов, в поддержку нашего главного, верховного главнокомандующего, что они выполняют ту задачу, которая необходима на сегодняшний день для сохранения целостности нашего государства, за счастливое будущее наших детей, за спокойствие сегодняшнего дня. Повторюсь, очень значимое мероприятие. Спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. С именем Всевышнего Милостивого Милосердного. Уважаемые братья и сестры, разрешите поприветствовать вас самым прекрасным приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. Мир нам всем, милость Всевышнего и его благословения. Хвала Всевышнему. Мы сегодня собрались здесь, чтобы поддержать наших военнослужащих, которые выполняют военную операцию на Украине. Повелось на Руси так, что когда враг наступает, то встает весь народ. Так было, так и будет всегда. Центральное духовное управление мусульман России полностью поддерживает решение Верховного главного командующего Владимира Владимировича Путина о начале операции на Украине. Сегодня, когда выступал комиссар города Канаш, меня еще сильнее вдохновило то, что наши бабушки, которые действительно на себе почувствовали ту боль, ту потерю, они пишут такие письма и даже отдают последние для того, чтобы облегчить военную службу. Местная мусульманская религиозная организация Махалля номер 135 города Канаш в ближайшее время организует сбор, и самые первые необходимые вещи гигиены мы доставим в Канашский комиссариат. Победа будет за нами, а те, которые ценой своей жизни остались на той земле, приехали уже на свою родину прахом, пускай останутся в нашей памяти вечными молодыми, и будут они перед Всевышним искренними мучениками. А матерям мужество и терпение, и большая гордость, что они вырастили таких детей. Спасибо. Когда нам слова не помогут вернуть их из страшных боев, минута молчания снова нас мыслями к ним унесет. Мы щеки слезами омоем, дыхание в скорбь облачив. Минуту за наших героев. Давайте мы все помолчим. Объявляется минута молчания. Отдавая дань уважения погибшим в локальных конфликтах, просим почтить их память шествием к памятнику БМД и возложением цветов.